Доктор исторических наук, академик Академии гуманитарных наук, председатель Геральдического совета при президенте Республики Татарстан, судья всероссийской категории по спортивной борьбе, мастер спорта по национальным видам спорта, заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. Чтобы перечислить все регалии и заслуги Дамира Рауфовича Шарафутдинова, потребуется несколько минут. Его жизнь была насыщена событиями, но самая яркая страница биографии – это архив. Вот в этом здании с 1936 по 1996 годы хранились документы архивного фонда. И в 1996 году, когда началась крупномасштабная реконструкция Казанского Кремля, и в том числе Благовещенского собора, надо было вывести все эти документы, освободившиеся здания КАЗХИМНИИ, Казанского химического научно-исследовательского института. Дамир Рауфович организовал еще архив по личному составу. Тогда было очень много документов в организациях, значит, по личному составу, где хранились, значит, документы по заработной плате, значит, о стаже работы. Они хранились так беспорядочно, так скажем, да. Поэтому нужен был централизованный архив, и Дамир Рауфович организовал этот архив, и люди приходили за справками. Вот в этом здании Старообрядческой церкви хранились часть документов архивного фонда. Здесь, наряду с другими документами, хранились и метрические книги. Условия были очень плохие, поэтому Дамир Рауфович проявил инициативу, и он в первую очередь вывел из этого здания метрические книги, нашел помещение и тем самым спас очень ценные документы. Выход архивной отрасли Татарстана на международный уровень – заслуга Дамира Рауфовича. В 1994 году архивная служба республики на правах полномочного члена была принята в Международный совет архивов. С 2003 года Главное архивное управление при Кабинете министров Республики Татарстан является членом Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов. Представители архивной службы Республики Татарстан всегда участвуют на международных форумах в составе делегации Федеральной архивной службы. Я его принимала как отца своего. С ним можно было посоветоваться. И именно так посоветуют, что я его советы запомнила или придерживаюсь этих советов. Всегда помогает в работе и в жизни. Конечно, всегда я помню вот его советы, его слова, его выдержки. При себе нужно иметь именно умных людей. Они всегда помогают. И я вот в жизни, на самом деле, а он еще говорил, в жизни, вот все говорят, что вот там плохо, тут плохо. А вообще в жизни, конечно, очень много хороших людей. Если бы вот этого не было, вот это его слова. Если бы вот этого не было, если хороших людей вокруг тебя не было, или вообще в обществе, конечно, развитие вперед вообще в обществе не бывает. Он очень рано утром вставал, часов в 5, очень быстренько занимался зарядкой и бегом бежал на работу. На работе он был вдохновлен. У него в последнее время это было верстка журнала, это какие-то серьезные политические, масштабные исторические конгрессы, конференции, к которым он был должен и обязан был готовиться, как он говорил. Это был человек, который свою страсть к работе, свой интерес к работе привил к нам. Дамир Рауфович – автор 16 книг и монографий, многих документальных повестей, очерков, сборников о выдающихся чемпионах-земляках и видных военачальниках татар XIX – начала XX веков. Автор и соавтор 24 историко-документальных сборников. Благодаря его инициативе увидел свет научно-документальный журнал «Гасарлар Авазе. Эхо веков». Издание было создано с целью продолжения традиций, заложенных архивистами Татарстана в 1920-е годы. С первых номеров издание предоставляет свои страницы профессиональным исследователям, молодым ученым и архивистам. И Дамир Рауфович Шарафутдинов, у него по второе образование журналист, и у него уже был опыт работы в качестве главного редактора журнала «Татарстан». Загорелся идеей с кругом единомышленников, среди которых был Индус Ризакович Тагиров, Булат Файзрахманович Султанбеков, Альтер Львович Литвин, Хакимов Рафаэль Сибгатович.
И они начали обдумывать ситуацию и выработали сначала концепцию журнала, научно-документального журнала «Васырлар авазы эхо веков». Создали Республиканское общество историков-архивистов, куда были привлечены не только историки, не только архивисты, но и краеведы. И вот это совмещение большой науки, историков и краеведов, которые изучают историю края, дало свои плоды. Я до сих пор помню, вот когда вышел журнал в 1995 году, 9 мая, первый журнал, это была бомба. Такого характера журнала тогда еще не только сказать, среди архивных служб это был единственный журнал, а по такой значимости, по такому уровню подготовки это было по Российской Федерации тоже редкостью. Постепенно туда привлекались не только татарстанские журналисты, архивисты, историки, привлекались и российские, зарубежные. Одной из основных заслуг Дамира Рауши в архивном деле – это издание журнала «Васырлар авазы эхо веков». Дамир Рауш сам разработал концепцию, он обозначил, какие события должен освещать этот журнал. В первую очередь, значит, на основе концепции лежит, значит, освещение истории Татарстана и татарского народа с древнейших времен до наших дней. Журнал, он уникален в своем роде, потому что в других субъектах Российской Федерации этот журнал не выходит. Мы только в журнале освещаем не только историю татарского народа, народов, проживающих, значит, в Поволжье, Приуралье, особенно историю татар, которые живут за пределами нашей республики, которые живут в эмиграции, в Японии, в Турции, в Иране и других странах мира. Одними из главных специальностей Дамира Рауфовича были журналистика и литература. Еще в студенческие годы он начал писать стихи, прозу, афоризмы. С воодушевлением много писал и рассказывал об истории Сабантуя, его глубоких корнях, об открытиях, которые он сделал в течение почти 50 лет работы над этой исторически сложной и многообразной темой. Этот праздник стал главной темой его докторской диссертации «Исторические корни и развитие традиционной культуры татарского народа XIX – начала XX века». Многочисленных очерков, книг и исследований. Другой большой темой научного исследования Дамира Рауфовича является возвращение забытых имен крупнейших ученых и государственных деятелей периода 1920-30-х годов. Например, изучение биографии и документального наследия выдающейся личности 20-го столетия Мирсаида Султангалиева. Идеи и предложения Дамира Рауфовича всегда были существенными и значимыми. Именно ему принадлежала идея о передаче под здание музея Габдуллы Тукая дома Шамиля, что находится в Казани на улице Тукая. За 40 лет он прокопал не только жизнь своего народа со спортивной точки зрения сегодняшнего времени или 20-го столетия, но он очень глубоко туда вошел и даже в Тенгре, вошел и в первое тысячелетие. У него много было планов, но, к сожалению, вот эти большие планы он так и не сумел, значит, соединить, то есть вот историю и татарского народа, это середина первого тысячелетия, значит, 10-11 века. Много он интересовался археологией, будучи сам я 5 лет профессиональным археологом, много мы, значит, по этому поводу говорил. Имя его как архивиста, имя его как ученого, как исследователя, я думаю, долго-долго еще будет для нас звучать и значить. Есть еще одна яркая страница жизни Дамира Рауфовича – Куреш. Куреш – татарская национальная борьба на кушаках. Победит тот, кто сумеет оторвать ноги противника от земли и сделать мастерский бросок, укладывающий соперника на ковер. В течение многих лет он вел активную деятельность по возрождению и развитию татарской национальной борьбы. Возглавлял Федерацию татаро-башкирской борьбы ТАССР, был членом Президиума Всероссийской Федерации по национальным видам спорта, председателем Федерации спортивных журналистов ТАССР. Сегодня архивная служба Татарстана – одна из самых востребованных государственных структур. В ее архивохранилищах бережно хранится около 7,5 миллионов единиц хранения и в настоящее время занимает 4-е место среди регионов России.
18 документов Государственного архива Республики Татарстан включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и Республиканский реестр уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан. Заключено соглашение о сотрудничестве архивной службы Татарстана с архивистами 13 регионов Российской Федерации, а также архивными службами стран СНГ и Финляндии. За 2 десятка лет из зарубежных и региональных архивов были безвозмездно получены копии более 1000 документов по истории Республики Татарстан и татарского народа, большое количество периодических изданий, сборников документов. И все это документальное наследие востребовано современной научной общественностью и населением. Каждый день в архивы республики по всем видам каналов поступают сотни обращений от граждан нашей республики и страны. Читальные залы архивов республики никогда не бывают пустыми. Татарстанцам интересны исторические документы. Я счастлива, горда и со словами любви и благодарности отношусь к данному мероприятию, потому что я вижу, что сегодня собрались люди, те, которые неравнодушны, у которых хоть кусочек моего папы есть.